Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на 8 марта 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Посмотрим для всех знаков по Солнцу и по Асценденту. И в конце совет от карт. Посмотрим на метафорической колоде прогноз. Итак, Овны, Тельцы, Близнецы, Раки. Так, у Овнов у нас главный вопрос – это отношения. Здесь вот надежда на отношения. Если, допустим, те из Овнов, которые еще не в паре, то вы можете здесь встретить человека, действительно, который вам понравится. Человека для любви, для семьи. Вот здесь вишенка как символ любви, да, как символ брака, долгой жизни. И вот здесь человек мечтает о том, чтобы как раз его партнер, ну, вернее, тот человек, которого он выбрал в партнере, обратил внимание на него, да. Здесь вот люди все занимаются своими делами, какая-то суета. Вот один только этот человек ни на что не обращает внимания, думает только о чувствах о своих и хочет обратить внимание на себя. Если у нас Овны в паре, то тогда здесь просто возрождение отношений, здесь как бы капелька страсти добавляется, подарки, внимание к своему партнеру. День очень хороший, тоже все вот сконцентрировано на чувствах, на любви, на отношениях. И как бы совершенно больше ни на что нет внимания. Очень хороший день. Кроме того, здесь у нас человек в шляпе, да, то есть дело в шляпе, говорят, это значит, что вот можно как раз получить тот желаемый эффект, желаемый результат. И кроме того, шляпа еще и обозначает высокое положение в обществе, да, то есть это может быть действительно для тех, кто еще не в паре, знакомство с человеком, который долгое время будет вместе, а если это пара не в браке, то вот есть возможность получения предложения и заключения брака, то есть повышения, изменения социального статуса. Именно вот этот день может оказаться решающим для Овнов, для тельцов, для тех, кто пока не имеет пары. Вот вы, к сожалению, сегодня не хотите совершенно идти на контакт, вас вот как-то все уговаривают, да, вас все приглашают, вас все хотят видеть, а вы закрылись и не хотите как бы поддаваться, да. Но на самом деле карты советуют, что нужно все-таки выходить в люди, выходить к друзьям, в свет, потому что вот сзади такая вот лампа настольная, да, и такое освещение, то есть вы можете действительно удивиться, встретив в этот день человека, который вам понравится, подойдет, с которым вам будет комфортно. Для тех, кто в паре, карта говорит о том, чтобы мы как можно больше уделяли внимание своим близким, да, вот они просят этого внимания, возможно, даже требуют от нас, да, а мы, может быть, устали, может быть, себя чувствуем как-то не очень хорошо, ну, в общем, нам не хочется этого делать, но карта говорит о том, что все-таки нужно сделать усилия над собой, и тогда настроение появится, и самочувствие улучшится, все вот будет лучше, то есть, когда мы начинаем общаться со своими близкими, у нас появляются силы, у нас появляется желание жить, желание радоваться, то есть мы становимся намного здоровее, счастливее и так далее. То есть не нужно отказываться от контакта и нужно стараться вкладываться все-таки в отношения с близкими людьми, иначе мы только больше от этого потеряем. Для близнецов день будет замечательный, а скорее всего будут происходить какие-то удивительные события, какие-то очень яркие впечатления, которые заставят нас как-то чему-то удивиться, может быть, в чем-то усомниться, да, то есть карта говорит о том, что день будет полон удивления, вообще такого, что мы даже не ожидали. Для тех, кто не в паре, есть возможность познакомиться с человеком, может быть, другой культуры, другой национальности, когда он нам очень интересен, когда мы можем
много узнать. Ну, в общем, у нас день такой очень замечательный может получиться. Для тех, кто в паре, здесь просто много впечатлений, много удивления. Скорее всего, могут быть какие-то походы, походы там, в театр, допустим, на концерты или еще какие-то места, где мы развлекаемся. Может быть, просто посещение каких-то мест, где мы получим много впечатлений. Может быть, даже это мы просто в гости пойдем, и там будет много всего удивительного, радостного, хорошее общение. Такой, в общем, день, когда мы наберемся впечатлений, и этого хватит нам надолго. Кроме того, вот эта карта, она выполнена в таких бежевых тонах, а бежевый тон – это цвет, когда мы как-то не особо обращаем на себя внимание, да, а больше уделяем его другим. То есть убираем центр внимания с себя и перемещаем на другого человека. То есть вот такой совет для близнецов: больше отдавать в этот день внимание, любви и меньше требовать к себе. То есть вы все равно получите все, что вам необходимо, но вот как раз если вы будете больше отдавать, то больше и получите. Для раков день обещает быть удивительный. Скорее всего, будет много неожиданных каких-то событий, которые могут вас, может быть, шокировать или поставить в тупик. И вам придется из этой ситуации выходить. Во-первых, совет такой по этой карте: ни в коем случае не делиться отрицательными эмоциями. Да? Если у вас что-то произошло, то, что вас огорчило, не нужно об этом рассказывать всем, потому что вы таким образом как бы распространяете вот эту энергию негативную, да, и ее становится больше. То есть у вас настроение не улучшается, а ухудшается. С другой стороны, нужно защищать себя от негатива, да, если какие-то люди хотят как-то вас заставить слушать, допустим, то, что вы не хотите, или в какие-то обстоятельства вас вводят, которые вас не устраивают, нужно просто от этого уходить, нужно защищаться от негатива сегодня. Если у вас нет пары, то есть возможность встретить человека, который нравится многим, который обращает на себя внимание, да, и этот человек, скорее всего, такой хороший профессионал, он многого в жизни добился, достиг и умеет хорошо говорить, заинтересовать умеет, да, то есть вот вы можете с таким человеком повстречаться, может быть, это будет общение пока что в компании, да, но все равно это вас очень обрадует. Может, конечно, эти отношения потом и могут перейти на более близкие. Для тех, кто в паре, скорее всего, здесь вы будете проводить время в кругу близких, друзей, семьи, да, когда будет много людей, будет много возможностей для того, чтобы пообщаться, выговориться, да, вот сказать все то, что вы думаете своим близким. И желательно, чтобы мы выбирали как раз то, что сказать, да, говорить в этот день только приятное, а неприятное убрать совсем, то есть не делиться неприятным. Тогда вы сможете этот день сделать замечательным. То есть вот эти зонтики, они говорят о том, что вы можете изменить погоду, да, в своем доме, в своем сердце, и у людей, которые рядом, эта погода тоже изменится. Давайте теперь посмотрим, что ждет другие знаки. Лев, Дева, Весы и Скорпион. Поправим. Так, Лев. Для львов день будет, скорее всего, совершенно не таким, как они ожидали. Они планировали одним способом его провести, а получается совсем другое. Скорее всего, возникнут какие-то обстоятельства, неотложные дела, какие-то, знаете, события, обстоятельства, которые потребуют вашего присутствия. Либо вы будете вынуждены там работать или поехать куда-то. Может быть, это уже и запланированная была какая-то поездка или по графику у вас работа, да, вот здесь вот может такой момент быть. Это с одной стороны. С другой стороны, может быть просто какая-то непредвиденная ситуация, когда вы как бы меняете свои планы, да.
И, может быть, это, конечно, расстраивает вас, расстраивает ваших близких, но вот так ситуация складывается. Но карта говорит о том, что вот все можно поправить, может быть, это как бы отсутствие ненадолго, да, и вы можете в этот же день вернуться, либо вот в ближайшее время вы сможете вот этот праздник все-таки как бы для вашей семьи сделать, да, то есть соберетесь снова вместе и восполните вот как бы то, что потеряли сегодня, то, что не добрали, да. А также карта говорит о том, что есть опасность для одного из партнеров, но как-то концентрировать все внимание на себе, да, и это может задевать другого человека, и вот из-за этого могут быть конфликты. Либо вы, допустим, как-то очень холодно можете себя вести, и это вот тоже может обижать вашего партнера. Может быть, вы как-то стараетесь сделать все, что вы должны, ну, там, подарить цветы, сказать слова нужные вот вашей девушке, да, либо девушки, допустим, тоже могут как-то холодно принять подарок как должное, то есть вот может быть какая-то такая вот ситуация, да, вот этого делать не следует, предупреждают карты, то есть нужно все-таки сердцем сегодня жить, а не разумом, не проявлять вот такую холодность, нужно быть благодарными, нужно уметь все-таки радовать, да, вот благодарить и так далее. Кроме того, карта говорит еще о том, что нужно уметь приспосабливаться к обстоятельствам. Скорее всего, будет вот много неожиданного, может быть, вы очень много ожидали от этого дня, а он, может быть, либо как обычный день пройдет, либо просто вот ситуация повернется совершенно в другую сторону. И вот нужно уметь приспосабливаться, нужно в любом случае оставаться оптимистичным, радостным, да, конструктивным человеком и всегда вот находить выход из любой ситуации, то есть как бы держать лицо, скажем так, да, держать ситуацию в руках и вот всегда оставаться человеком, ну, как бы постоянным таким, да, чтобы не поддаваться эмоциям каким-то лишним, отрицательным, конечно же. Для Так, это у нас были львы, теперь девы, да. Девы могут сегодня тоже вот слишком многого хотеть, и когда, допустим, не получают то, что они желают, может быть вот такая ситуация, что вот сколько бы им сегодня хорошего не пришлось ну, в этот день испытать, они это могут не оценить. Это с одной стороны такая ситуация может быть. С другой стороны, вы можете на чем-то настаивать своем, не считаясь с другими людьми, с их чувствами, и вы можете много потерять, то есть вы как бы обидите людей близких, да, и сами, если даже выиграете, не будете чувствовать от этого удовлетворения. То есть не стоит овчинка выделки. Карта говорит о том, что нельзя ставить себя в центр внимания, нужно обязательно, чтобы учитывались все стороны, да, то есть учитывались стороны обоих партнеров, всех, кто вот с вами рядом находится. Кроме того, эта карта говорит о том, что сегодня можно что-то понять, но как бы поздно, да, то есть вы уже можете какие-то совершить непоправимые поступки, и вы можете осознать, что вы совершили ошибку, но это уже как бы ничем не исправишь. То есть нужно как бы заранее сегодня думать и быть очень осторожными со словами, с поступками и так далее. Если у вас нет пары, то вот как раз есть возможность встретить сегодня человека подходящего, то есть закончится период вашего одиночества может. Если же вы, и, кстати, это может быть какая-то поездка, какое-то новое место, да, где вы можете встретить партнера, нового человека. Для тех, кто в паре, может быть как раз такое как бы большое, ну, большой праздник, когда собирается много людей, и вот есть опасность как бы перебрать лишнего, ну, в плане выпивки, да, в плане еды и так далее. То есть могут быть какие-то неприятные такие последствия. То есть здесь вот нужно соблюдать меру. Так, лев, дева, весы. У весов здесь день обещает быть таким традиционным, таким, как принято, да, и, может быть, вас это будет раздражать немножко, может быть, вам хочется как-то по-своему провести, может быть, у вас какие-то свои планы на этот день, может, вы хотите его совершенно вот как-то
в общем, изменить, да, но все, допустим, привыкли его встречать вот только так и больше никак, и от вас требуют того же. И у вас вот такой как внутренний протест может быть. Поэтому сегодня вот совет этой карты как бы стараться соблюдать традиции, но все-таки не обижайте себя. Нужно находить место и для своих желаний, да, для того, чтобы вам было хорошо. Нужно говорить об этом вслух, нужно договариваться, ни в коем случае не нужно сдерживать вот то, что у вас внутри. Не нужно зажимать свои какие-то желания, свои потребности ради других людей. Кроме того, для тех, кто еще без пары, есть возможность встретить человека вот как раз вот таких традиционных взглядов. И если вы тоже такой же человек, который вот любит, чтобы все было по правилам, да, то тогда это вот замечательная встреча для вас, и вы можете прекрасно поладить. Если же вы человек, который любит все делать по-своему, да, то вот будет сложное такое общение. Также карта для тех, кто в паре, говорит о том, что мы должны прислушиваться к своим близким, мы должны учитывать их желания, не только настаивать на своих, да, но и чтобы каждый из членов семьи обязательно получал то необходимое, что ему требуется, что ему нужно. Теперь скорпионы, да, у скорпионов может быть соблазн в этот день. Вы можете как-то замахнуться на что-то не свое, на что-то чужое. Это может быть, допустим, там чужая жена или чужой муж, да, или просто девушка, которая уже находится в отношениях, или молодой человек, который уже находится в отношениях. То есть вот будет, скорее всего, такая ситуация, когда вы можете вот воспользоваться случаем, да, и вот для вас это очень значимый такой день, который, вот если вы, допустим, поддадитесь отрицательным вот этим желаниям, то тогда можете свою жизнь испортить, то есть это обязательно вам аукнется в будущем, то есть со временем вы можете получить какой-то урок очень тяжелый от судьбы, то есть вот это искушение вам сегодня желательно пройти с достоинством, да, если что-то не ваше, то лучше это не трогать, не брать. Также карта говорит еще о том, что если вы, допустим, не в отношениях, то сегодня может быть вот тоже встреча с человеком, который не ваш. Либо, может быть, не время еще вам вот встретить своего человека. Если же вы в паре, то вот будьте внимательны, да, не создавайте вот различного рода треугольников любовных и так далее, потому что для вас это вот может быть чревато. Если вот положительную сторону этого дня взять вот по этой карте, то вы сегодня воспользуетесь вот всеми возможностями, которые день дает. Да, вы можете получить подарки довольно-таки значительные, вы можете исполнить какое-то свое желание. Причем довольно-таки неожиданно, может быть, совершенно вы не были готовы к тому, что произойдет, и это вас может очень сильно удивить, даже шокировать. Давайте посмотрим, что ждет остальных в этот день. Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы. Так, у стрельцов день очень яркий, когда мы обращаем на себя все внимание, когда мы проявляем свои способности, таланты, когда мы радуем всех окружающих. В общем, мы действительно привлекаем к себе всеобщее внимание. И вот эта карта говорит о том, что тут самое главное, нужно задуматься над тем, наша главная цель – это давать радость нашим близким или удовлетворять все-таки собственное эго, да, то есть вот здесь вот как бы нужно, конечно, больше делать акцент на близких людей, потому что вам тогда же от этого будет лучше. Если вы еще вне пары, вы как раз можете даже выбирать из близкого окружения тех людей, с кем вам общаться. И может быть даже когда-то и будет что-то серьезное, да, с одним из этих людей. Для тех, кто в паре,
Здесь просто замечательное времяпровождение, когда мы собираемся вместе с семьей, с друзьями, когда всем весело, когда каждый проявляет себя. В общем, замечательный день, который запомнится. Для Козерогов замечательная возможность в плане отношений. То есть это карта вообще любви, это карта предложения. Если, допустим, вы в паре и еще не в браке, то вот замечательный день для того, чтобы сделать предложение руки и сердца. Тут на заднем плане мама девушки, да, то есть это можно как бы уже с родителями познакомиться и благословение попросить и так далее. То есть такие вот мероприятия, да, которые вот можно в этот день провести. Вообще это карта любви, страсти, внимания. Это карта, когда мы завоевываем, да, человека, который нам симпатичен. Если мы без пары, то вот есть возможность как раз встретить человека, который вот такое внимание к нам проявит. Если же мы в паре, да, но еще не в браке, то вот замечательное время, чтобы предложить руку и сердце. Если мы уже в браке, то здесь просто чувства становятся ярче, сильнее, да, как бы обновляются. Очень хороший день для отношений. Водолеи. У водолеев будет день, когда вот все на нас обращают внимание, когда замечают все наши достоинства, когда все нас хвалят, превозносят. Вот единственное, тут нужно разбираться, кто действительно от души нам говорит эти слова, делает подарки, а кто просто для того, чтобы, ну как сказать, отделаться, да, то есть кто-то льстит, а кто-то действительно так хорошо к нам относится. Для тех, кто еще без пары, есть возможность встретить человека на каких-то мероприятиях, связанных с искусством. Там музыка, концерты, театры и так далее. Может быть, конечно, это и праздники, когда друзья собираются вместе, когда семья собирается вместе. Для тех, кто в паре, вот самое главное быть искренним. Когда вы поздравляете своих любимых, близких, нужно обязательно это делать от души, иначе они это замечают, и вот тогда вот этот результат, эффект, которого мы ожидали, да, он не получается. То есть мы вроде бы старались, мы уделяли внимание и в ответ не получили того, что хотели. А это, скорее всего, просто слишком как-то дежурно получилось, да, то есть больше внимания, больше искренности, больше вот внимания именно к человеку, к тому, чем он живет, чтобы удовлетворялся его интерес личный. То есть если, допустим, это подарок, то не такой, как мы хотим, а такой, как хочет наш человек и так далее. То есть вот уделять внимание именно этому человеку, личности, а не думать со своей стороны, как ему было бы хорошо на наш взгляд. Для рыб. День замечательный для тех, кто не в паре. Есть действительно возможность встретить своего человека, прямо вот человек мечты, да, нашей. А для тех, кто в браке, для тех, кто в паре, тоже здесь такие романтические отношения. Действительно, все вот в таком плане исполнения желаний, да, в общем, все очень хорошо, замечательно, любовь, внимание. И вот самое, что тут хорошее по этой карте, все внимание вот сконцентрировано друг на друге, да, но вот эта карта, она показывает, что вот в центре фигура, вернее, пара молодых людей, которые танцуют, а вокруг стоят люди, которые как бы их обсуждают. То есть могут быть какие-то сплетни, могут быть какие-то осуждения, может быть, будут говорить, что вы ведете себя как-то там безответственно, или, может быть, вы слишком там напоказ свои чувства выставляете. Ну, в общем, вокруг вот вас могут быть вот такие неприятные разговоры. Ну, как совет, конечно же, не обращать внимания, потому что, ну, как бы всем не угодишь, да, самое главное, чтобы вам было хорошо, чтобы вы выбрали того человека, который вам нужен, если вы еще не в паре, да, и не боялись никаких разговоров, осуждений, то есть выбирали сердцем. А для тех, кто уже в паре, тоже, чтобы слушали только себя и своего партнера и не позволяли вмешиваться никому из окружения. Пусть это там даже и родители, или еще кто-то из близких людей, ни в коем случае не разрешать вмешиваться. Давайте посмотрим советы карт.
на этот день посмотрим совет для девочек и для мальчиков. Для девочек, для мальчиков. Вот для девочек такой совет. Здесь вот на карте изображена как бы тройка, которая везет путника позднего домой, да. То есть карта говорит о том, что если вы, допустим, не успели что-то сделать, ну, допустим, до вот этой даты, до 8 марта, были у вас какие-то желания, были какие-то возможности, вы их упустили, да, вот есть в этот день возможность реализовать то, что вы так долго хотите. Это касается как раз пары, это касается, может быть, встречи с человеком, которого вы давно ждали, может быть, это касается какого-то сближения с человеком, с которым вы давно поссорились, может быть, и никак не можете найти общий язык. В общем, тоже есть возможность помириться, договориться, встретиться, наладить отношения. А если вы в паре, но как-то у вас не ладились какие-то отношения, что-то вы не могли как бы друг другу простить, да, или еще что-то вот такое у нас ну, в общем, с отношениями неблагополучно было, вот есть возможность все наладить. Здесь вот карта изображает вечер, да, поздний вечер, когда солнце уже садится. То есть карта говорит о том, что в течение дня нужно успеть сделать то, что вы не доделали раньше, и у вас есть возможность исполнить все свои желания. То есть для нас всегда ценно вернуться домой, и мы всегда ждем тех, кто из дома уехал и возвращается. То есть и для тех, кто уходит, потом возвращается, и для тех, кто ждет, это замечательный момент. То есть здесь вот можно провести такую аналогию, да, если вы все-таки сделайте первый шаг, даже если вы ну, считаете себя не виноватыми, допустим, в какой-то ссоре, все равно вы выигрываете вместе. То есть нужно вот девочкам обязательно сегодня сделать все возможное для того, чтобы отношения наладить, либо познакомиться, либо соединиться с каким-то человеком, которого вы долгое время вот держали на расстоянии, да, то есть вот здесь вот все, что с отношениями, нужно решить будет до окончания этого дня. Видите, здесь дерево, оно как бы ну, на два направления разъединено, да, но у него есть тут как бы общее основание, да, общий ствол. То есть вот это как раз вот символ того, что вы можете объединить свою жизнь с тем человеком, с которым вам вот по судьбе, по пути. Для мальчиков карта. Совет такой, если вы слишком уж как-то разумно относитесь к своему партнеру, да, если вы слишком стараетесь быть правильным, слишком стараетесь просчитывать все ходы, вот здесь может быть такое, что будет неудовлетворение в отношениях. То есть чем больше индивидуальности, чем больше импровизации, страсти и желания быть собой, а не желание соответствовать каким-то нормам, правилам и так далее, тем больше будет любви, тем больше будет возможностей как-то жить радостно, счастливо, да. То есть если хотя бы один из партнеров будет проявлять себя как-то спонтанно, да, когда будет больше романтики, будет больше любви, второй партнер тоже откликается, и в отношениях наступает замечательное такое вот состояние, время, да. То есть карта говорит о том, что вот нужно обязательно убирать вот сухость из отношений, нужно убирать какое-то слепое следование традициям, слишком уж расчетливое какое-то отношение к своему партнеру, да, как только это уходит, сразу открывается место для искренности, для чувств более сильных, для страсти. Вот видите, здесь карта такая холодная, да, вот, нужно обязательно, чтобы вот этот холод ушел из отношений. Все нужно для этого сделать мальчикам сегодня, и тогда и они будут вознаграждены, и их девочки тоже будут счастливы и радостны. Друзья, желаю прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее для вас бывало. Всего вам доброго, до новых встреч!